Айсена, посмотри вокруг, какая красота! Якутск как на ладошке! Это действительно так. Всем привет! Меня зовут Айсена Бурнашова, мой коллега Максим Кардозов. И это итоговый выпуск дневников игр «Дети Азии». Дорогие друзья, действительно, соревнования подошли к концу, и все награды нашли своих обладателей. Покажем вам все самое интересное и яркое. Айсена, посмотри, да это же символ игр «Дети Азии» мамонтенок Мадун. А когда он вырастет, он обязательно превратится в такого большого и сильного мамонта и очень высокого. Максим, кстати, если говорить про рост, то на играх «Дети Азии» в этом году увеличилось количество видов спорта. Так, например, впервые прошли соревнования по скалолазанию, стендовой стрельбе, добавляй, если знаешь, брейкингу. А лыж еще у нас была. В этом году город Якутск снова стал ареной спортивных игр «Дети Азии». Родина игр ждала 8 лет, чтобы провести масштабное мероприятие детского спорта и праздника. В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из более чем 25 зарубежных стран по 24 видам спорта. На 8 играх, кроме 17 обязательных видов, дебютировали 5 новых видов спорта: стендовая стрельба, шахматы, игра го, танцевальный спорт и кикбоксинг. Также было решено провести и показательные виды спорта: борьба на поясах, лыж и скалолазание. Борьба на поясах сейчас динамично развивается в Центральной Азии, поэтому оргкомитет игр решил дать шанс этому виду спорта. Они прошли как демонстративные состязания. Это значит, что победители получили медали, но в официальный зачет они не вошли. Этот вид в программе «Дети Азии» первый раз, мы как показательный. В этот раз приехало 11 команд, что очень неплохо. Такие экзотические команды, как Пакистан. Вот. Мы даже таких команд и по взрослым не видим. Явилось своеобразным открытием. Вот у них даже чемпион есть. То есть конкуренция была очень серьезная. Уровень спортсменов для этого возраста технически, физически достаточно высокий. Для проведения соревнований по скалолазанию в Дахсуне был построен скалодром высотой 15 метров и шириной до 45 метров. Скалодром полностью отвечает мировым стандартам, вплоть до возможности проведения чемпионатов мира. В этот раз мы демонстрационный спорт, но, как мы видим, скалолазы могут приносить, наш Сибирский федеральный округ, могут завоевывать и золотые медали, и не только. И я думаю, что для региона это очень важно было бы. Поэтому мы просим нас включить. Мы очень боролись и очень расстроились, когда узнали, что нас не включают в общий медальный зачет. Дебют кикбоксинга на Детях Азии прошел на высоте. Бои прошли в разделе Full Contact с лоу-киком. Это один из самых зрелищных дисциплин кикбоксинга. Медали турнира разыграли между собой преимущественно спортсмены из федеральных округов и республики Саха-Якутия. Юные файтеры яростно бились за каждое очко и точное попадание. На стендовой стрельбе отличились якутские стрелки. Про меткость якутских охотников множество легенд. Выстрелить белке в глаз – это у якутов в крови. На протяжении 4 дней соревнований команда республики Саха была явным фаворитом. Команда Саха, они из 12 медалей в личном зачете завоевали 8 наград. Это уже явное такое преимущество, что команда более готова, чем другие. Арсенал видов спорта детей Азии пополнился и такими интеллектуальными играми, как стратегическая игра го и тактическая игра шахматы. Го, или как ее называют в Китае вэйци, набирает все большую популярность. Сначала она покорила Азию, сейчас покоряет Европу и объединяет все большее количество людей. Танцевальный спорт впервые был включен в программу вторых игр «Дети Азии» в 2000 году. В программу 8 игр вошли новые дисциплины – брейкинг и двоеборье. В двоеборье вошли 10 танцев. Всего было разыграно 4 комплекта медалей. Новые виды спорта – новые чемпионы. Призеры и чемпионы по новым видам спорта 8 спортивных игр «Дети Азии» вписали свои имена в историю игр.
Айсена, а ты знала, что Якутия — это самая крупная административно-территориальная единица не только в России, но и в мире? Ну, конечно, знала. А ты знала, что в Якутии, в самом холодном регионе, находят самых больших мамонтов? А еще благодаря вечной мерзлоте здесь находят самые редкие экспонаты. Так давайте теперь посмотрим на самые-самые яркие моменты игр «Дети Азии». Игры «Дети Азии» стали главным захватывающим спортивным событием этого лета. 2 недели прошли как один яркий миг, наполненный незабываемыми моментами. Предлагаю вспомнить некоторые из них. Одним из таких дней для многих стало открытие игр «Дети Азии», где с первых минут зрители погрузились в атмосферу волшебства. Яркие парады команд и хореографические номера удивили участников игр. Более 60 творческих танцевальных коллективов из 24 районов республики приняли участие в таком масштабном мероприятии. Для многих иностранных участников игры «Дети Азии» – это шанс не только показать свои навыки, но и познакомиться с богатой культурой. Было очень прям восхитительно. У меня пошли мурашки по коже. Очень удивительно. Прям. Понравилось очень. Прям будоражащие звуки. Я видел раньше вот в Ютубе, там, в интернете, но когда это вживую, это прям очень величественно. Однако не только церемония игр оставила яркие воспоминания. Каждый день соревнований был наполнен уникальными моментами и достижениями. Так, один из самых высоких участников из Казахстана, Сергей, удивил всех своим ростом, который стал настоящим преимуществом в баскетболе. Мой рост составляет 2 метра и 2 сантиметра. В баскетбол, почему баскетбол? Ну, баскетбол мне позвал сюда тренер мой. Баскетбол мне очень понравился, это командный вид спорта. Здесь можно найти новые, как сказать, знакомства и познать много всего нового. А вот в стрельбе самым юным чемпионом стал Иван Кармышов из Сибирского федерального округа. В последней решающей попытке он завоевал золото. На последних выстрелах, когда оставались втроем, было очень страшно, был очень высокий пульс, все пульсировало, тряслось, но как-то выдержал. Победа на таких соревнованиях – это очень престижно. Планы скорее больше в общем и целом зайти в сборную России и дальше уже двигаться. Ну и, конечно, спортивные игры не обошлись без рекордов. Так, Республика Беларусь впервые не только участвовала на играх, но и установила рекорд в женской эстафете на 400 метров. Девушки уверенно победили с рекордным временем 3 минуты и 51 секунда. Девчонки наши, это вообще супер. Мы за них так болели. Они, конечно, показали, как нужно бегать, поставили рекорд. Вообще супер. Один континент, одна команда! Игры «Дети Азии» однозначно способствуют развитию детского и юношеского спорта, а также культуры. За 2 недели спортивные игры подарили всем участникам незабываемые впечатления, заряд энергии и вдохновения. Ведь они уже стали частью истории. А главное, он объединил спортсменов из разных уголков мира, напомнив о том, что спорт и дружба не знают границ. Айсена, посмотри на то облако, оно словно сосиска. Нет. А то здание похоже на большой гамбургер. Максим, разве? Да, а забор как будто бы из сладких вафелек. Максим, я поняла, ты просто очень голоден. А вот участники игр «Дети Азии» точно нет. У них было разнообразное питание. Смотрим. Один из важнейших пунктов при проведении игр «Дети Азии» – это обеспечение качественным питанием. К этому вопросу организаторы подошли основательно. Учитывались национальные и религиозные особенности представителей стран-участников. Меню включало в себя 6 разновидностей кухонь. Это европейская, средиземноморская, русская, якутская, азиатская и халяль. Выбор горячих блюд в меню менялся ежедневно, с периодом повторений 1 раз в 7 дней. Для Корейской Народно-Демократической Республики, естественно, мы готовили острую пищу, с использованием соуса качучи, и соевого соуса и чили. Тайвань
тоже у них предпочтение к острой пище было, как бы китайская в основном, да, кухня. Там мясо, овощи, курица, ну, то, что вот китайцы именно любят кушать. Монголия питается, как мы, как якуты, поэтому легко было им готовить. Из сложных, ну, в основном для корейцев это, наверное, было, да, то, что мы для них кимчи готовили, для них супы кукси готовили. Рыбу, кстати, все страны очень любят. Наша рыба чир очень хорошо шла, ну и мы использовали красную рыбу кижуч. Нагрузки профессиональных спортсменов требуют особого подхода к составу рациона, что также было предусмотрено. Так, основное меню составляло 5500 калорий в день, но не для всех. К примеру, у гимнасток суточная калорийность питания намного меньше. Мы стараемся ограничивать себя в еде и не кушать много мучного, сладкого, потому что если будет гимнастка много весить, то будет тяжело работать. Обязательно в обед кушаем много овощей и вечером салаты. Пункты питания работали по системе «Шведский стол». Разнообразие блюд широкое, каждый выбирал пищу на свой вкус. Если так берем, ну, насчет это таджикской кухни и вашей кухни, у нас ну, разница очень большая там ходит. Команда Республики Таджикистан, мы не скучаем по своей кухне. Ну, здесь очень вкусно готовят, хорошо подают подачу. Мы спасибо говорим за гостеприимство города Якутия. И еще раз здесь будем приходить. На завтрак рис, необычно. Потом еще что. Все, только это необычно. Брал все то, что я люблю. А расскажи, что ты любишь? Макароны, картошку, рис тоже люблю. It's good. Yeah, it's really nice. Я в многих мировых чемпионатах был взрослый. Такой вот кушаем же. Очень хорошо, да? Всего было организовано 37 пунктов питания, которые смогли накормить более 8000 человек. За все время проведения игр на приготовление блюд было израсходовано 14 тонн говядины, 1,5 тонны баранины и 11 тонн куриного мяса, а также 35 тысяч яиц и съедено около 14 тонн пшеничного и ржаного хлеба. Питание было организовано комбинатом «Сергелех» и организациями «Киви», «Мусхая». Марфелина Алексеева, Вадим Барашков. Айсена, эти люди встречали первыми и спортсменов, и гостей игр, причем каждый день. А еще работа у них была самая важная и ответственная, ведь они стояли на страже порядка. Вы, наверное, уже поняли, что сейчас будет сюжет про безопасность на играх «Дети Азии». При проведении масштабных мероприятий любой направленности организаторы учитывают и обеспечение контроля общественного порядка. И, конечно, не забывают о безопасности участников на спортивных соревнованиях. Так, на всех 16 объектах проведения соревнований в рамках международных состязаний «Дети Азии» развернулись целые контрольно-пропускные пункты, где всем без исключения придется пройти строгую процедуру досмотра. Для того, чтобы попасть на объект, где проходят спортивные соревнования, нужно обладать двумя вещами. Либо билетом, который приобретается на сайте спортивных игр, либо вот пропуском. Нам повезло, что у нас такой есть. Мы его прикладываем сюда. После чего видим, что доступ разрешен. Однако это не все, потому что надо потом еще пройти через металлорамку, а для этого нужно выложить из кармана все металлические предметы, поэтому телефон, беспроводные наушники и микрофон, в который мы работаем, остаются здесь. Осмотр занимает не более 30 секунд. Это не так уж и много от личного вашего времени, однако безопасность на спортивных соревнованиях превыше всего. Кстати, здесь остаются еще и бутылки с водой или какими-то прочими напитками. Например, нельзя проносить напитки в металлических банках, потому что это предусмотрено правилами проведения соревнований. Емкость прозрачной бутылки не должна превышать 0,5 литров. Но это тоже сделано для того, чтобы кто-то не принес с собой на спортивные соревнования жидкости сомнительного характера. Идем смотреть скалолазание. Так, на протяжении 2 недель в спорткомплексе Дахсун прошло сразу несколько соревнований по абсолютно разным дисциплинам.
Для полного порядка на спортивных объектах дежурят сотрудники правоохранительных органов, службы МЧС и специально обученные контролеры-распорядители. Алексей Иванов узнал о наборе в контролеры в колледже, где проходит обучение. Он увидел в этой деятельности перспективу и решил заняться летом серьезным делом. Не обходится, конечно, и без курьезных случаев. Случай пожилые люди не понимают, почему мы их осматриваем, и бывают такие лица. Но в целом ничего запрещенного не проносили, скандалов не устраивали? Запрещенные были дела, это мультитул же есть, там нож, всякое разное есть, такие проносили. Во время спортивных состязаний происходит многое. Принято считать, что самыми травмоопасными видами спорта являются футбол и волейбол. Однако везде, где есть движение, присутствует риск получить травму. Отпусти руку. Сейчас сделаю немного туго, хотя бы час ходим с тугой повязкой, далее можно будет немножко расслабить. На спортивных объектах и в местах проживания участников игр работают 32 медицинских пункта, в которых задействовано более 100 медицинских работников. Но самое главное у нас идет, что всегда нужно на любом соревновании, это, конечно же, холод, такой как снежок, который местный холод, и как мы называем, заморозка, да? Спрей, холодный спрей, который тоже при всех активных видах спорта используется. Ну и также, конечно же, перевязочный материал для обработки ран, мази, разогревающие, обезболивающие, таблетки. Все у нас, конечно же, идет все это по стандарту именно для детей. Не забудем и про волонтеров. В этот раз их было почти 2000 человек, и каждый выполнял свои обязанности. Так Ольга Шитова приехала сюда из Карелии. Это вторые для нее по счету дети Азии, и ранее она была волонтером в Кузбассе. Работа непростая и очень ответственная. Ответы на все вопросы, которые возникают, решение всех проблем, технические какие-то, да, обращаюсь и к руководству этого объекта, и решается очень быстро все. Так что все меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на период подготовки и проведения игр были приняты на более чем высоком уровне. А оценку организационной работе оставили спортсмены, гости и делегаты, которые уедут из Якутии с незабываемыми положительными впечатлениями. Надежда Саханская, Виктор Олесов, Иннокентий Соловьев. Хей-хей! Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Хей-хей! Это такая сцена хочет представить следующий сюжет. Не об оленях, а о транспорте. Называют север крайним, ты знаешь, он бескрайний, я тебе его дарю. Готовиться к встрече и перевозке спортсменов и участников игр начали задолго до официального старта. Специально для этого в Якутске создали Центр управления транспортом. Это 30 новых автобусов туристического класса для спортсменов, легковой транспорт и микроавтобусы, в общем, все для комфортного и безопасного перемещения между объектами игр. При этом водители проходили самый настоящий кастинг. Мне посчастливилось попасть, отбор пройти на водителя «Дети Азии». Мне придется повозить детей, наших любимых детей. И я счастлив, я рад, что я буду работать на «Дети Азии», на этом новеньком автобусе. Перед каждым выездом обязательное техническое обслуживание, проверка всех систем безопасности, ну и, конечно же, уборка. И только после этого можно выходить на линию. Самое главное, на что хочу обратить внимание, это система безопасности. Система пожаротушения установлена в двигателе. Дальше по всему периметру есть камеры видеонаблюдения. Сидушки оснащены ремнями безопасности. И, кстати, все 45 сидений в салоне откидываются, как сама спинка, так и подлокотники. Дальше места для хранения багажа и ручной клади. Тут же также есть кондиционер и динамики. В общем, все для комфортного провождения времени в пути. Ну а если честно, автобус изнутри напоминает новый самолет. Рады обновкам и сами водители. Признаются, что на их профессиональный взгляд автобусы более чем удобные. Дети в восторге. Сказали, крутой автобус. Спасибо. До свидания. Спасибо.
А это еще один вид транспорта – шаттлы. Они связали деревню атлетов со спортивными объектами. Всего это 6 специальных автобусных маршрутов. Выезжают не строго по графику и двигаются по своим транспортным зонам. Я даже белой зависти завидую, что дети Азии в Якутске проходят, а не у нас в Кыргызстане. Ну, молодцы, кто это организовывает. Я очень рад. Пускай вот наши дети всегда дружат. Новые автобусы, безусловно, облегчили путь спортсменам к победам, ну а самое главное, после игр вся автомобильная техника останется в Якутске и будет задействована для городских и междугородних перевозок. Петр Васильев, Радомир Сергеев. За ходом соревнований и за правилами состязаний внимательно следили судьи. Это более 700 человек из разных регионов России и стран-участниц игр. Главный судья Мирей Акшалов, чемпион мира и Азии по боксу, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. И что самое приятное, выпускник третьих игр «Дети Азии». Полную гарантию справедливости соревнований дают правила игры, а судьи должны сделать все зависящее от них для того, чтобы соревнования были зрелищными и проходили в истинно спортивном духе, как бы не были важны их результаты. Возвращение в Якутск спустя 20 лет. На третьих играх «Дети Азии» в 2004 году Мирей Акшалов был участником. Сейчас главный судья соревнований. Прошел в интернат, где я сам учился, выпускник этой школы был. Я туда пришел спустя 19 лет директором. И главным судьей, ну это чуть пораньше уже назначили меня главным судьей вот, 8-х международных игр «Дети Азии». Для меня это ответственность была, с одной стороны, то, что... И с одной стороны, ну, что-то новый опыт для меня. Воспитанники спортивных учреждений города Якутска смогли встретиться с чемпионом мира и Азии по боксу. Мирей Акшалов провел мастер-класс, поделился опытом и лично пообщался с юными спортсменами. Сама суть проекта в том, что мы собираем бывших участников игр «Дети Азии», которые когда-либо участвовали на играх и в будущем, которые они добились больших успехов в спорте, получается. И в рамках игр они съезжаются в город, ну, в страну или в город, где будут проводиться игры, и проводят мастер-класс для спортсменов того или иного региона, получается. С особой ответственностью Международный комитет подошел к подбору главной судейской коллегии, в обязанности которой входит непосредственное проведение соревнований. Смысл нашей работы в том, чтобы были соблюдены правила на все 100%, никаких поблажек никому. Тогда только мы можем выявить действительно сильнейшего. Если я, будучи арбитром, дам не вовремя свисток, дам преимущество одному, он может выиграть, хотя он на самом деле не сильнее. Есть нюансы, которые знают профессионалы, которые могут помочь выиграть. Вот задача судьи, арбитра в основном – это уравнять шансы, чтобы все было на равных и все было по правилам. Всего на судейство по всем 24 видам спорта было задействовано 724 судьи. Большая часть из Якутии, также представители других регионов и других стран. В каждом виде спорта свои главные судьи и свои секретари. Пришло время подводить итоги. Все соревнования прошли в честной конкурентной борьбе. 8-е игры «Дети Азии» подарили незабываемые эмоции и яркие встречи, которые надолго запомнятся участникам и всем гостям этого большого спортивного праздника. Ирина Жданова, Иван Сорокаумов. Скажем раз, скажем два, начинается борьба! Такими кричалками поддерживали своих фаворитов болельщики игр. А еще трибуны пестрели плакатами, флагами и именными футболками. Наши корреспонденты запечатлели самых ярких фанатов. Смотрим сюжет. Спорт без болельщиков – это не игра. Другое дело – полные трибуны. Это абсолютно иные эмоции, другая атмосфера. На стадионе Туймада поклонников королевы спорта не испугала изнурительная жара, которая стояла в соревновательные дни. Среди болельщиков были фанаты спорта, которые часто выезжают на крупные соревнования за пределы своих регионов. Мы прилетели с Дальнего Востока, с города Фокино, болеть за нашего Георгия Шумкова,
который взял золото на 1500 и сегодня на 3000. Ну и за остальных тоже, конечно, болеем за наших. Но вот он прям с нашего маленького городка. Да. Были в Шерегеше, ну, в тех краях. Летние были прошлые у нас в Владивостоке, мы их тоже посещали. И вот везде за играми следуем. Ждем теперь следующих. Это финальные бои по кикбоксингу. Соревнования, впервые включенные в программу спортивных игр, вызвали большой интерес зрителей. В соревнованиях по футзалу фаворитами выступали команды с Уральского федерального округа и Республики Саха-Якутия. Во время матчей на трибунах не смолкал гул поддержки. Несмотря на то, что абсолютное большинство зрителей болели за команду Якутии и искренне и шумно поддерживали и других спортсменов. Среди них был и маленький болельщик Саша. Я очень сильно люблю футбол. Мне 8 лет. Я в команде с ШФ Якутии занимаюсь тоже футболом. Когда я вырасту, я тоже хочу играть с ними, как на таких больших соревнованиях. Любое спортивное соревнование – это игроки и болельщики. Не являются исключением и шахматы. Ну, как минимум в 7 странах у мониторов сидят, компьютеров сидят любители шахмат, которые болельщики. Вот, и смотрят за партиями, которые здесь у нас проходят на играх «Дети Азии». Пожалуй, самое зрелищное состязание для якутского зрителя – Хапсагай. Болельщики от мал до велика всегда с азартом наблюдают за зрелищными схватками любимой борьбы. Интересуемся, следим за этим, как любители, да, как зрители. И то, что вот такая форма единоборств, как Хапсагай, развивается во всем мире, и чувствуется, что не все команды хорошо подготовлены, но они осваивают это, да, это очень обнадеживает. Чтобы проникнуться духом соревнований, да, оценить это, получить такие глубокие эмоции, надо посмотреть несколько разных видов. Вот вчера мы были на скалолазании, да, для нас это новый вид спорта, очень интересно, зрелищно, очень хорошо организовано. Ну, чувствуется, что детский спорт развивается. Безусловно, игры «Дети Азии» являются главным событием этого года. Но без болельщиков игры не были бы столь зрелищными. Их эмоциональная поддержка воодушевила юных спортсменов, помогая справиться с трудностями и усталостью. Но самое главное, толпы зрителей мотивируют чемпионов. Видя, как фанаты поддерживают спортсменов, дети стремятся к новым высотам и победам. Якуты издревле славятся своим гостеприимством. Вот так, хлебосольно, с кумысом, да с национальными блюдами гостей встречают на земле Олонхо. Наверняка участники игр «Дети Азии» это тоже прочувствовали. Я уверен в этом. Причем, Айсена, ты знаешь, что в Якутск приехали и выпускники прошлых игр, и не просто так, не с пустыми руками. Они провели мастер-классы для юных атлетов. На «Дети Азии» в Якутск съехались многие почетные гости, звезды спортивных арен, чемпионы мира и Олимпийских игр. Детские улыбки, прекрасное их настроение, желание быть лучше, дружить, общаться, познать друг друга. Это, я думаю, это самое главное. Если говорить о спортивной части, это опыт, который они получают. Кто-то заряжается победами новыми, а кто-то, наоборот, проиграв, получает мотивацию, сумасшедшую мотивацию для того, чтобы идти вперед. На игры также приехали выпускники разных лет. Именно здесь они познали вкус первых побед. Ты маленький, ты везешь домой медали. И я выиграла и 100 метров, и 200 метров. Мне казалось, что все, весь мир у моих ног. Многие выпускники игр показали мастер-класс. Среди них чемпионка мира Фаннапа Харнсуджин, обладательница золотой медали 5-х игр «Дети Азии» и участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она провела мастер-класс для молодых тхэквондистов Якутии. Я скучала по Якутску, особенно по этой приятной прохладной погоде, потому что сейчас в Таиланде очень жарко.
А в спортшколе номер 3 юные борцы получили дельные советы от бронзовой призерки Олимпиады, чемпионки игр «Дети Азии» Сакши Малик из Индии. А победитель Европы Александр Богомоев отрабатывал приемы борьбы прямо на ковре. В первую очередь, наверное, дисциплина, дисциплина, работоспособность, труд, потому что без этого результатов не бывает. Венцом мастер-классов стал приезд олимпийской чемпионки по художественной гимнастике посла игр Маргариты Мамун. Перекаты, броски, ловли от базовых элементов до несложных комбинаций в упражнении с обручем и мячом. Совет от именитой спортсменки получили дети от 5 до 16 лет. Мастер-класс это был лучший, который у нас проводился. Дали больше советов и вообще более интересные элементы, которые можем использовать. Не простые какие-нибудь, а вот именно то, что мы уже не знаем и уже легче учить это. Маргарита посвятила 13 лет своей жизни этому прекрасному виду спорта и теперь ездит по многим городам и делится мастерством. Ставьте цели и обязательно мечтайте. Каждая красиво и особенно по-своему, отметила олимпийская чемпионка. Встретили отлично, прекрасно, и мастер-класс прошел отлично, и девчонки старались, они огромные молодцы. Я очень рада быть впервые у вас здесь. Вот и подошли к концу 8-е игры «Дети Азии». Многие выпускники с теплотой вспоминали свое первое международное выступление в Якутске. Далее уже окрыленные победой достигали больших успехов на мировых площадках. А дети на всю жизнь запомнят встречи и мастер-классы от именитых спортсменов, которые когда-то начинали свой путь с помостов игр «Дети Азии». Евгения Егорова, Георгий Григорьев. Национальная вещательная компания «Саха» – официальный бродкастер детей Азии. 6 передвижных станций работали специально для вас, чтобы вы в режиме реального времени наблюдали за соревнованиями. Около 400 человек трудились каждый день, чтобы вы начало побед увидели первыми. Дневники игр выходили сразу на 4 телеканалах. Причем вещание велось не только на русском и якутском, но и на английском языке для международного зрителя. В общем, о компании НВК «Саха» и о работе наших коллег смотрите прямо сейчас. 24 вида спорта, 239 комплектов медалей, более 3000 участников, 16 соревновательных площадок. Ничего не осталось без пристального внимания камеры социальных сетей медиакомпании НВК «Саха». Операторы, корреспонденты, режиссеры. Всего 369 сотрудников было задействовано на прямых трансляциях, репортажах, дневниках, ежедневных эфирах и радиопередачах. В ежедневных выпусках дневников 8-х игр «Дети Азии» слаженно отработали 60 сотрудников. За дневниками можно было следить на каналах Матч ТВ, НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт, в том числе и на иностранном языке. Всего 72 выпуска, 41 час непрерывного эфира. Работа в дневниках дает корреспондентам большой опыт, возможность роста и вдохновляет на дальнейшее творчество. Мне очень нравится работать в дневниках, хоть я и не спортивный журналист. Я, наверное, для себя новое открыла это операторы, с которыми раньше не приходилось работать. Получились очень хорошие творческие тандемы, которые потом хотелось бы, конечно, еще и в новостях повторить. Больше мне понравилась очень художественная гимнастика, потому что выступали не только наши якутские девочки, еще посмотрели на другие страны, такие смешные все, с костюмами интересными, музыку тут подбирают. Ну, вообще, художественная гимнастика очень красивый вид спорта, чтобы его смотреть не только по телевизору, но и вживую обязательно. Пулевая стрельба мне понравилась, потому что настолько там накал страстей происходит, что ты сидишь с тренерами, с болельщиками, с родственниками и переживаешь за вот этих детей, которых видишь, наверное, первый-второй раз в жизни просто как за родных. Вот это да. Таджикистан, 40 килограмм, Только с первого взгляда может показаться, что работа комментатора простая. Сидишь себе, рассказываешь, что происходит на поле или на ринге. Однако хороший комментатор всегда может развеселить зрителя, увлечь его и рассказать массу полезного о спорте. Главная его задача, чтобы зритель не переключался. В тандеме с известными спортсменами, призерами и мастерами спорта отработали 7 комментаторов. Все состязания, борьба, удачи и поражения нам запомнятся благодаря их голосам. Награда. Либо медаль, либо ничего. Мне нравится, как вы говорите.
В рамках работы на играх «Дети Азии» был создан общий контент-центр, который объединил сайты НВК «Саха» и «Якутия-24». И это около 30 сотрудников. Благодаря этой работе у зрителей появилась возможность следить за эфирами с помощью одного касания на своем мобильном устройстве. Нужно сказать то, что тот контент, который сегодня создается специально для Детей Азии, пользуется весьма большой популярностью. Для нас, как авторов этого контента, весьма приятно видеть, как наш контент пересылают через мессенджер. Считаю показательным то, что мы сегодня создаем совместно с телевидением такую синергию нашего контента. То есть телевизионная картинка дает одно, а наш контент, который выходит в социальные сети, он дополняет эту картинку и дает возможность пользователю почувствовать непосредственно себя участником этих самых событий. Напомним, НВК «Саха» с этого года является официальным бродкастером 8-х игр «Дети Азии». Благодаря оперативному и качественному вещанию всех культурных и спортивных событий во время проведения игр весь мир увидел главное спортивное детское событие этого года. Катерина Винокурова, Степан Атастыров, Ринат Нахеев, Вадим Барашков. Спортивные игры «Дети Азии» завершились, а вместе с ними и наши дневники. Спасибо вам, дорогие телезрители, что были с нами, следили за выпусками, смотрели эфиры. Ну что, до новых встреч. Пока! Солнце согревает лучами детей, в юных сердцах горит пламя.